Государственный комитет Абхазии по статистике формирует сведения о положении дел во всех сферах жизни государства: социальной, демографической, экономической. Какие инструменты используют в госстатистике для получения данных и оценки экономической ситуации в стране, и почему некоторые сведения порой сильно отличаются от реальной картины? Об этом будем говорить с Камой Гоги, председателем Госкомитета по статистике. Она сегодня у нас в студии. Кама Алексеевна, приветствую. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо за приглашение. Добрый день всем и слушателям, и вам, ведущим эту передачу. Благодарю. Начнем, наверное, с того, чтобы объяснить нашим слушателям вообще, зачем нужен Госстат. С такого общего, наверное, вопроса, хорошо понятного вам, но не всем слушателям, наверное, приходится сталкиваться. Дело в том, что не просто Госстат. Госстат — это учреждение вот со своим статусом. Вообще статистика зачем нужна? Эта статистика, она еще в древности, как наука, когда была определена учеными, она называлась государствоведением. То есть без статистики вообще управлять государством невозможно. Самые древнейшие статистические данные собирались еще в библейские времена и в добиблейские времена. Если вы помните сюжет библейский, когда происходила перепись населения, а перепись населения всегда древними государствами проводилась для того, чтобы знать свое население и сколько людей они могли бы под оружие поставить в случае чего. То есть это очень нужная информация была. В наше время, конечно, вот с XIX века происходит такой бурный рост развития этой деятельности статистической. Особенно в Европе вот именно такую научную подоплеку она приобрела. Вот центральноевропейские государства, там вот как раз впервые самые сильные статистики, даже Конгресс статистически провели. И был один из руководителей Конгресса, Леварес его звали. И на тот период, это конец XIX века, очень сильно была развита статистика и в Российской империи тоже. Если вы помните, есть такая дата, когда вот в сравнении с чем-то собираемся, вот все государства постсоветской эпохи, 1896 года перепись населения, которая была, она берется обычно за основу. Перепись проводилась по всей Российской империи. Мы тоже включены были в эту перепись. Так что насколько важны эти сведения, которые благодаря статистике... Это не просто хозяйственный инструмент, это и политический инструмент. Так что без этого недооценивать нельзя, и, конечно, мы не... Это даже не вопрос не в оценке, вопрос об острой необходимости. И насколько оно достоверно, это уже второй вопрос, это уже о качестве. А необходимость статистических данных любое руководство любой страны, оно это знает. Ни одна программа развития, в какой сфере, в каком направлении невозможно разработать. Это будет просто фикцией, если не иметь статистические данные. А что же в этой отрасли или в этом ведомстве, или же в этом виде деятельности, или в социальных условиях и так далее. Чем мы располагаем, если мы не знаем точно, то как обязательно. Вообще это как хорошая хозяйка, которая может пригласить гостей, но она должна знать, что у нее там в загашнике, чтобы угостить, пригласить и дальше рассчитывать. На что она рассчитывает? Вот на что рассчитывает наше государство? Какие, допустим, у нас есть инструменты для получения данных и оценки экономической ситуации в стране? Инструмент для получения данных, что это инструмент фактически в руках госстатистики. Основной инструмент, мы сами что-то придумать не можем, мы действуем в пределах законодательства статистической деятельности. У нас сохранился вот постсоветский метод сбора информации. Это сплошная отчетность, бухгалтерская, статистическая. То есть вот то, что было в советское время, у них был сплошной учет, который многие постсоветские государства утеряли и не ведут сплошной учет. Там выборочное обследование и так далее. Выборочное обследование тоже приветствуется. Это вот методы ООНом утверждены, международные стандарты считают, что возможно проводить и выборочное обследование. Но выборочные обследования, они финансово очень затратные, регулярно
регулярно они не проводятся. Есть свои раунды, в этот период именно надо проводить. А у нас в последнее время такие вот, вы видите, катаклизмы в государстве. Даже вот последнюю перепись в один раунд не все государства смогли провести. Это уже, если мы говорим о синхронизации самой работы, вот чтобы определить полностью население земного шара, это все действующие государства должны именно в один раунд провести. Вот такие вещи. Мы сохранили эту систему сплошного обследования, но проблема у нас тоже есть, потому что кроме сплошное обследование было возможным, когда тогда были все предприятия государственными, и они просто обязаны были. А сейчас у нас есть частный бизнес, у нас есть другой вид появился, индивидуальное предпринимательство. В том законе, в котором у нас действовал закон, там не предусмотрено было, там, скажем, статистическая деятельность, сбор данных от индивидуального предпринимательства. Сельские жители вообще выпали из статистического учета, потому что тогда через колхозы, совхозы, администрации, сельсоветов собирались эти цифры. Сегодня там никто ничего не собирает. Единственное, я, наверное, дальше скажу, что мы там предприняли, что мы делаем. Даже многие ведомства. Министерство имело статус министерства, потому что она отвечала за свою ведомственную статистику. К сожалению, у нас не все министерства собирают свою ведомственную статистику. Как они собирают, мы тоже, честно говоря, не знаем. Вот такие моменты проблемные у нас есть. И дальше еще момент, связанный с регистрацией рождаемости, смертности. Раньше не полагалось без свидетельства с роддома. Выходили, они сразу получали свидетельство. У нас много проблем в этом плане. Я уже не раз озвучивала там вопросы, связанные с рождаемостью за пределами Республики Абхазия. Потом смертность. Вы знаете, что более или менее регулируется смертность пенсионеров, потому что пенсионный фонд как бы периодически требует перерегистрацию, там они выявляются. А остальная часть прослойки, которая нет необходимости передачи имущественных прав, фактически они вообще не берут свидетельство о смерти. Вы представляете, то есть нам регулярно вот в этот раунд, когда предусмотрено международными стандартами, нам все-таки надо постараться и проводить перепись населения. Потому что вот та перепись первая, которая была проведена в 2011 году, во-первых, она не имеет такого официального статуса, потому что тогда только Россия принимала участие, то есть надо было хотя бы привлечь еще несколько представителей государств, входящих там в ООН и так далее, признанных государств. Тогда бы мы получили вот по результатам переписи официальный статус. Ну, мы это как бы для себя как будто сделали, так получается, и на базе 12-летней давности информации мы формируем динамику рождаемости, смертности, она далеко, наверное, уже от реальности. Необходимо еще раз провести такую инвентаризацию. Это есть инвентаризация практически. Действительно, данные вот порой удивляют. Мы здесь в студии в том числе подробно говорили о проблеме занятости и о цифрах, которые и главы районов, и иногда президент сам озвучивает. Но такие данные, они шокируют. 60% где-то безработица. И вот ужасные данные, которые говорят о... Если вы хотите, чтобы я разложила эту информацию, там много времени на это уйдет. Я постараюсь основные вот эти вот ключевые моменты, которые именно способствуют тому. Первое, раньше, если мы выводили вот постсоветский период занятость как разницу между численностью занятых и трудоспособным населением, это были правдоподобные, потому что закон о безработице был, людям не разрешали, тунеядствовать, не разрешали, заставляли работать и так далее, и так далее. В наше время у нас даже те, кто работает, они не представляют отчету в полном объеме. То есть так же считают сейчас, как в советское время? Вот те, которые озвучивают сумму количества, скажем, безработных, это некорректный расчет. Потому что у нас есть много организаций, которые даже и не сдают отчет по труду. Мы обычно, когда хозяйствующие субъекты сдают балансы в органы статистики, они параллельно вместе с ним в квартал раз сдают и статистические отчеты. Среди них вопросы, формирующие там количество работающих, это есть отчет по труду. Отчет по труду, он должен быть такой полный.
полный. Мы много поработали с этим отчетом. Мы вот излишества убрали и его решили почистить, потому что у нас есть варианты, когда человек и в 3, и в 5 организациях работает, но в 2 тоже может работать. Это нереально. То есть мы не можем искусственно за счет этого. Мы убрали там совместители, сделали, эту строку выделили. У нас много совместителей получилось. Поэтому более реальную цифру работающих мы собираем и от хозяйствующих субъектов, бюджетных организаций, там, коммерческих банков и так далее. Но то, что касается деятельности индивидуальных предпринимателей, они у нас зарегистрированы в 3 раза больше, чем юридические лица. Вы представляете, если даже ИП хотя бы 2-3 человека, а у нас есть где ИП и 70 человек работают, какое количество? В 2-3 раза больше, чем официально озвучено. Официально у нас там в зависимости от сезона от 40 до 42 тысяч работающих получается. Но это мизер. Это получается около 28 до 30% от трудоспособного населения. Реально, если бы у нас эта цифра была бы именно вот, знаете, как достоверность документальная бывает. Документальная, люди за кусок хлеба убивали бы друг друга на улице. Это насколько она реальна и соответствует действительности. Если это было бы реально, у нас бы каждый день митинги проходили бы. Вы вообще видели митинги, чтобы дайте нам работу и так далее? Но у нас таких митингов нет. То есть люди самозанятых у нас очень много. Я уже не считаю тех, вот, чья категория в нашем законодательстве как бы четко не определена. Те, которые даже дома репетиторством занимаются, ухаживают за детьми, нянечками, работают. Да. Ну, есть люди, которые в целом они физически не работают, но они получают доходы от сдачи в аренду там, каких-то площадей, имущества и так далее, и так далее. У нас много работающих. Если бы у нас не было бы столько людей, у нас и за пределы Абхазии сколько приезжает, сколько у нас узбеков работает, русских работает, молдаван работает, армян работают. В одно время поток из Турции было работающих, корейцев здесь немало. А у нас этой статистики, к сожалению, нет. Это люди, которые, как бы, знаете, без учета и вне учета. И еще другая плоскость. Есть сельская местность. Например, во Франции женщина, которая замужем, но не работает, но дома ухаживает за мужем, она считается работающей, то есть там категории четко определены. А у нас в деревнях даже вот пенсионного возраста и дети школьного возраста уже работают, помогают родителям. А к какой категории их отнести? Если даже мы официально будем в рамки трудоспособного населения вводить там сельское население, оно практически 90% они почти дело заняты. тут не только в пробелах в законодательстве. Пробелы в законодательстве очень нам мешают, честно говоря. Вот то, что касается сельского населения, мы сохранили постсоветский журнал, называлось «По хозяйственной книге». Это вид и форма административной статистики. Периодически, но это еще книга имеет очень важное значение, она как и контрольные функции выполняет. Но обработкой этой формы никто у нас не занимался. Вот мы 2 года работали над этой идеей, новую по хозяйственную книгу, новый формат. То есть если бы мы провели бы сельхозперепись, вот все эти форматы мы включили в похозяйственную книгу. И требуем от них оформления, но очень неорганизованно все это ведется. Многие главы администрации сел даже и не ведут эту книгу, хотя они несут полную ответственность. Вот в этом плане принудить их и применить к них какие-то меры ответственности, у нас нет этого в законе. Поэтому вот такой хаос. Ну и иногда мы их там и пряником, и кнутом действуем, как-то вот собираем, насколько они несут ответственность за эти цифры, насколько это достоверные цифры, это уже на их совести. Но у нас даже этой части статистики не было. Вот в этом году мы только сформировали. Кама Алексеевна, тогда каким образом государственные какие-то программы по экономическому развитию, исходя из чего составляются? Они составляют, эти программы и прочее составляются из тех официальных данных, которые мы сумели собрать. С какой-то долей погрешности, наверное... Ну да, вообще в мировом стандарте считается доля погрешности до 10%, если даже по официальным четким источникам она принимается. Но насколько у нас доля погрешности, если вот мы провели бы инвентаризацию, а потом сравнили бы с теми данными, которые они же нам представляют, мы бы тогда могли сказать.
кто насколько приврал в этой жизни. Что мешает провести инвентаризацию? Это вопрос только денег? Это большой вопрос, это большие финансы. Да, но, честно говоря, провести там перепись населения, у нас, знаете, как в нашем законодательстве, в абхазском, оно в законе о статдеятельности как бы вот в 1994 году было принято. Тогда, видимо, эти вопросы так остро не стояли и не было предусмотрено. И это была прерогатива, значит, Кабинета министров. Кабинет министров, если считал бы провести перепись, он должен был бы лоббировать этот вопрос перед руководством страны. Президент должен был бы издать указ, а потом уже должны были готовиться. Это за 2-3 года до самой переписи готовится. Там много подводных течений, подготовительных моментов и так далее, и так далее. У нас в последнее время, вы знаете, вот сколько в течение 5 лет 5 премьеров поменялись. А когда кто-то новый приходит, он пока разберется, так сказать, и в кадровых вопросах и прочих, время уже уходит. Вот так мы упустили это время. 10 лет прошло, потом еще и ковид был. То есть мы ни на подготовку не было времени, и не на проведение. То же самое касалось сельхозпереписи, которая планировалась на 2016 год. Не получилось. Нам рубль не дали на финансирование. Мы полгода поработали, наши специалисты, методология. У нас ведь тоже специфика в Абхазии, своя специфика есть в сельском хозяйстве. Это надо изучать. К этим вопросам вообще надо ученых тоже привлекать в этой же отрасли. Потому что охватить все силами самой статистики невозможно. Это целая программа, куда должны быть привлечены не только сотрудники статистических органов, и круг ученых, и чиновники, и руководитель местных органов власти, и учителей привлекает. Это когда сам процесс идет и так далее, и так далее. Это не легкая работа. Кама Алексеевна, но ваше сотрудничество с российскими коллегами, может быть, поможет вам вот в решении каких-то таких важных задач? У нас очень теплые отношения с Росстатом. Сотрудничаем мы вот каждые 3 года, подписываем договор о взаимосотрудничестве. Есть очень много вещей, которые нами не используются, но используются в России. У них в практике применяются часто выборочные обследования и обследования, которые подвязаны, скажем, каким-то программам конкретным. Вот президент, если озвучил, скажем, программу непрерывного образования или в сфере образования, вот их финансируют по этой программе, они разрабатывают методологию, какие цели и задачи предусмотрены, и потом обследуют там выборочно по районам. Это будет или 10% обследование, или 50% обследование. Но средства на это нужно бесплатно, там никто работать не будет. И готовят материал статистический, который преподносят соответствующим аналитическим службам, институтам, там и при службе президента, там Кабмина имеются соответствующие структуры, которые сидят и анализируют полученные данные. И готовят уже программу цели, задачи, и как их достичь, и к чему мы должны прийти. К сожалению, у нас такого вот алгоритма действия нету. Хорошо, но сейчас какая главная задача перед вами? У нас много задач, честно говоря, и все эти задачи мы как бы своими силами, есть вопросы, которые по 7-8 лет мы проталкиваем. Иногда такое непонимание бывает со стороны, поддержку редко мы получаем. Если кто-то вот поддержал, то если 1 человек поддержал, 2 человека почему-то не поддерживает, несмотря на то, что специфика в статистической деятельности есть. Если ты не поработал в этих органах, специфику сбора и так далее, и еще если ты не работал в госструктуре, этому человеку трудно будет понять. Поэтому проблемы у нас есть. Слава богу, сейчас много изменений мы внесли в законодательство, но то же самое, вот это пословица, помните, из мультика советского, как это, статистику. Казнить нельзя помиловать? Да, казнить нельзя помиловать. Смотри, где запятую, да, поставил. Капитанская дочка. То есть смысл меняется. Вот есть такой статистический сленг, мы знаем свои определения категорий, когда не каждый юрист этим владеет, и они считают, что они правильно написали. Вот с точки зрения, наверное, они и правильно написали, но с точки зрения статистики там совершенно другой смысл заложен. Вот в этих вопросах у нас есть непонятие
понятие. И мы пока не доведем до тех, кто это принимает и делает, мы не принимаем то, что они нам навязывают. Никто не может нам навязать то, чем они не владеют и не понимают. Например, это какой законопроект? Или вы не хотите сейчас в это все углубляться? Давайте сейчас это не будем, потому что это стоило очень больших нервов. По сей день точки над «и» еще не поставлены, к сожалению. Мы будем следить за заседаниями парламента. А вот из новшеств недавно ведомство перешло на электронную отчетность. Это как на вашу работу повлияло? Это была наша идея. Правительство нас поддержало, электронная отчетность, потому что у нас, видите, техника идет вперед, прогресс идет вперед. У нас очень многие специалисты, бухгалтера пользуются компьютерной техникой, электронно-цифровой техникой, коммуникационными связями и так далее, и так далее. И когда процесс сбора информации продолжать по старым дедовским методам, принимать балансы, формировать там статистическую форму отчета, это по времени очень много занимает. Погрешности бывает. Сам процесс не организован, потому что к запоздавшим бухгалтерам не применяются меры ответственности. И когда срок обозначен 15 числом следующего месяца или там 25-м, они через месяц-два начинают заносить документы. Причем очередь такая над головой, что проверить, извините, баланс с ее отчетностями и сверить все эти контрольные сопоставления, это физически невозможно. Это один баланс и форма отчетности, как минимум полчаса и больше надо смотреть. А многие бухгалтера спекулируют этим. Иногда такие балансы представляют с формами отчетности, или какого-то раздела нет, или не пропишут, или вообще неправильно формируют баланс. Поэтому у нас очень такая нервная работа. Когда мы уже приняли баланс и начинаем обрабатывать, все это вылазит. Исходя из этого, мы решили создать электронную отчетность, использовать в России. Он уже давно используется, больше 10 лет. Называется XML-шаблон, то есть бухгалтера загружают туда свою отчетность, и программа принимает. Но у них немножко другая версия, мы совершенно по-другому подошли к этому процессу. Во-первых, законодательство в области бухгалтерского учета, оно у нас осталось на уровне послевоенного года, несмотря на то, что закон об бухучете был принят, там внутри в содержании ничего не изменилось. Но те, кто попробовали изменить, эти люди, видимо, были немного далеки от учета, ничего так особо полезного туда не внесли. Рехстерпсахид называется, содержание осталось тем же. Учет бухгалтерский без изменить его без, скажем, налоговой отчетности, налоговых законодательства, оно невозможно, оно взаимосвязано. Те же планы счетов, это огромный пласт работы, который никто здесь отдельно, никакое ведомство не сможет этим заняться. Но автоматически взять российское мы тоже не можем, потому что у них другая налоговая система, у них другие планы счетов. Даже их форма бухгалтерского отчетности, она для нас неприемлема. Поэтому в том формате, в котором мы сегодня действуем, там надо было внести какие-то совершенствования, удобные вещи, какие-то вещи доработать и так далее. Вопросы, касаемые финансового результата, например, форма 2, название поменяли. Это название российской формы отчетности. Но оно там у них идет счет, скажем, в учете, кто понимает, 90 прибыли и убытки. И форма называется. У нас отчет назывался отчет о финансовых результатах, и он был взаимосвязан с нашим планом счетом бухгалтерским и с нашей налоговой законодательством. То есть вы сумели подстроить под особенности? Мы долго ждали, когда будут изменения, уточнения. У нас практически ни одного положения в области бухгалтерского учета нет. Мы переформатировали свою статистическую отчетность, где, возможно, было усовершенствовали это своими силами, без рубля и копейки. То есть сами мы делаем понемножку, это очень тяжело. И специалистов в этой области у нас очень мало. А то, что касается бухгалтерской отчетности, мы посмотрели и внесли такую
такую корректировку, связанную с контрольными сопоставлениями. То есть если есть какие-то логические взаимосвязи, то есть если ты там такую-то сумму сделал, то в других формах она тоже должна проходить. А у нас бывает, что она не проходит. Некоторые просто рисуют баланс. Чтобы этого не было, мы фактически через, так скажем, умную программу, слышали, да? Умный дом, умная программа, она будет проводить автоматически, анализ. заложено там контрольные сопоставления. Если бухгалтер, сидя дома, он может теперь отправить отчетность, он будет заполнять этот формат отчетности, но если он там где-то недозаполнил, она будет сигнализировать там красным цветом, что там неправильно. И мы еще подготовили, чтобы там консультациями никто не будет заниматься, но будет ссылка на какую строку, что там неправильно сведено, чтобы человек, который занимается этой работой, чтобы он мог исправить. Хорошо. Кама Алексеевна, коротко, если какой эффект этот уже, наверное, можно говорить? Эффект какой? Скорость сбора информации. Раз, это то, что касается со стороны госстатистики. Два, чтобы не было дублирования такого же сбора информации, но бухгалтерскую отчетность налоговые органы не собирают. Но ключ доступа мы им тоже делаем. Мы сейчас готовим межведомственный договор, чтобы дать им возможность получать эти данные тоже с нашей базы данных. Для бухгалтеров это снижение нагрузки. Им ходить не надо. Им ни в налоговую не надо будет сдавать отчетность, а в налоговой тоже своя программа есть, как его окно налогоплательщика называется. То есть после сдачи отчетности статистической и бухгалтерской, они автоматически могут и отчетность налоговую переслать. То есть для этого ходить по инстанциям им не нужно. Спасибо вам большое, что нашли время прийти к нам в студию. Благодарю. Спасибо.